Президент Аслан Бжаня и глава администрации Сухума Беслан Эшба проинспектировали ряд объектов в столице, где проходят ремонтно-восстановительные работы. 550 метров участка дороги по Арзинба от пересечения с улицами Агумава до Титова полностью реконструируется. Заменены все подземные коммуникации и уже готовы приступить к укладке асфальта. Этот участок до улицы Титова по улице Арзинба был в плачевном состоянии. Это касалось уже вышедших из строя коммуникаций, водопровода, канализации, ливневой части. Здесь густонаселенная часть, раз, и еще даст некую развязку, потому что многие, чтобы не попадать на разбитую улицу, ехали вокруг через проспект и так заезжали. Поэтому этот участок дороги для города был очень необходим, и поэтому мы приняли решение за счет собственных средств городских произвести ремонтно-восстановительные работы. Вот полностью там где-то у нас получается коммуникации и замена всех труб коммуникаций 38 миллионов. Это городские деньги. Президент осмотрел ход работ в парке имени Тараса Шамба. Здесь завершается укладка брусчатки, облицовывается фонтан, устанавливаются столбы индоевропейской телеграфной линии. Завершение будет к концу месяца, но в связи с тем, что совсем немного нам осталось, мы думаем до 10 числа завершить. 10-15 чего? 15 ноября. Этот фонтан восстановлен в таком же виде, точно, как он был, правильно? Он был, да. Цветовая гамма та же самая. Да. Понятно. Да. Вот фрагмент старый, да, по-моему? Это все, вот эта верхняя часть вся отреставрирована, он был побит очень сильно. Да. Верхняя часть тоже будет плиткой покрываться? Да, вся она будет. Да. Освещение будет, правильно, да? Если будет освещение в стране, то будет освещаться. Уже все проведено. Президент нацелил директора муниципального предприятия «Горстройпроект» администрации города Сухум Астамура Пипя, что работы должны быть завершены к 17 ноября. У нового моста через реку Басла мэр доложил президенту, что в следующем году будет установлен лифт для детских колясок и перемещения маломобильных людей. С учетом того, что в данном мостовом переходе не предусмотрен переход для инвалидов и детей, и матерей с колясками, полагаем поставить в следующем году по левую сторону специальный лифт для открытых пространств, который будет поднимать инвалидов, колясочников и матерей с коляской для детишек. Понятно. Планируем еще немножко, может быть, доработать. Лифт надо сделать, конечно. Это правильная идея. Была поставлена задача, инвесторы его решили сдать мост ко Дню Победы, к 30 числу. Да. Остальные доработки, которые необходимы, надо будет сделать. Да, конечно. При переходе через реку Басла с моста, помимо красот, открывается неприглядный вид на ветхие сооружения. Как объяснил журналистам глава столицы, эти старые строения – частные лодочные станции. У владельцев есть все необходимые юридические документы, и администрация не имеет права их сносить. Но при этом, как подчеркнул президент, следует обязать владельцев привести все в более презентабельный и однообразный вид. Решением суда когда-то были признаны собственностью каждого из того, кто там стоит, чья лодка. Поэтому когда-нибудь, наверное, они тоже найдут или объединятся в какое-нибудь акционерное общество и привлекут инвестиции. Мы там пару человек, которых знаем, уже беседовали на эту тему. Все равно надо эту историю устраивать. Или надо будет их обязать сделать, внешнюю форму, сказать, пусть делают так. Или так, или так. А вот так не должно быть. Хотят иметь лодочную станцию, пусть его приведут в порядок. Такие лодочные станции сегодня нам не нужны. Аслан Бжаня на Красном мосту также осмотрел проведенные работы, которые были завершены ко Дню Победы. Все вот эти элементы декора восстановлены полностью. Вот смотрите, одни отлиты по новой. Вот эти мы нашли, одна или две штуки были целые. И на тех столбах. Самое сложное было отлить вот эти элементы, потому что на той стороне целый пролет отсутствовал вообще. А где отливали? Здесь ребят Сухого Астамура нашел. Эта сторона чугунная, вот эта вся, она целая была. На той стороне отдельные элементы из алюминия, да? Хорошо, отлично. У так называемого Белого моста в начале улицы Чанба на протяженности более 400 метров будет обновлено дорожное покрытие, тротуары и бордюры. С тротуаром здесь была проблема серьезная. По этой части тоже и по этой. Вот эту часть. И вот этот пятачок тоже мы хотим, что-то сделаем в этом году. Что-то будем делать в следующий год. И как раз это место тоже станет таким симпатичным. Аслан Бжаня осмотрел ремонтно-восстановительные работы на смотровой площадке на подъеме на Сухумскую гору. Директор Горстройпроекта рассказал президенту, какие виды работ были выполнены.
Восстановили все элементы декора, восстановили балясины, поручни балясин, восстановили балконную часть. Много элементов было разрушено, поломано временем. Мы полностью поменяли всю кровлю. Хорошо. Первые выходные после 30 ноября мы здесь встречаемся, принимаем объект. Капитально реставрируется фонтан, который находится на Сухумской горе. Президент высказал пожелание, чтобы ремонт был завершен к Новому году. И надеюсь, что тоже будет прекрасным местом продвижения для отдыха наших граждан. Наши граждане очень любят пешком подниматься. Здесь утром, вечером прям такая вереница людей, которые занимаются спортом заодно и любят любоваться нашей природой. Сама чаша была повреждена очень сильно. Мы и специальную инъекцию ввели гидроизоляционную. Вот, восстановили трубы, систему водопроводную. Вот, занимаются сейчас, восстановили практически все элементы декора. Пока не начали монтаж, в ближайшие дни приступят к монтажу. А сколько времени это все займет запустить? Чуть больше, чем внизу, наверное, здесь, да? Да. Тут работ побольше. Побольше. Но было бы хорошо, если на Изоляция. Новый год успели. До бы конца сделать. года постараемся. Граждане были бы вам за это признательны. Хорошо, спасибо. В новом районе на Пятачке обновлено покрытие, тротуары и бордюры. На этом же участке будет новая дорожная разметка для более удобной развязки. Для того, чтобы разгрузить эту часть, мы ее сокращаем и делаем вот так с двух сторон объездную группу. Ну, в общем, все по науке, все согласовано с ГАИ, с нашими архитекторами. Ну, в общем, вот такую развязку – это известная проблема Пятачка. Внешний фасад Сухумского железнодорожного вокзала очистили и привели в порядок к 30-летию Победы. Аслан Бжаня пообщался с представителями Абхазской железной дороги. Нас абрахал шокозашка, загеческое цены псахит, пенджер пробас, асарка тапсана, загибы ахцей, аманта парапет, кушбо, отбехала, имаджим кауса да хулитрешеза, эйдзги хотзатук абра, абри вокзал азбжат, ахабрамазам и прыгани опай бешахиште, абри капитал ремонт цены хабра, ахцаф хабитов. Нас авинец аги. زال جداني حقيقة وبراجي إشكالنا أو يدينالو دينيتو بس تقل زاشا يجوا بشبسا أبشريتشن هاي لاحريتشن أريزة خيب خز أركيتكتورة يدحلو ويدارو وسبزيو يتوب دارتها أريتشت قوم بقطعنا الزجاج شكرجلو بوسامي برت يقز يقز تبسنا بس كراسك شنو قطعنا الزجاج أحسي أنك شقة زريش أتوس أي برت يقحس وس الزجاج Министерство культуры он зин нас шахтой يقطعوا نسكاك историко-культурное наследие خزانية قبري جاجر павильон خشتابات خشتو أوسط حرجوب عبخن زبراجي تحكي سرسخاجي جاجر بافيلونجي خابخن زعلو أريزال عبخن زعلو تسمع كه وس بلانسي حمل كدوت بي عصب عبخن زر ويجزال أشتاق أزال حبيتوب كوزيستكادر يشنيرس كنا بشكل بس يقحت زوست شوف إيش إذا يخي قحت تقول إذا شيء حمل بقولي كريه بسوق يقحت كويس حسك كويس شوف حبيت وجرت شوف حزك حسبي أنا بود. Главный инженер АЖД Леонид Куро доложил президенту, что в следующем году, к началу летнего сезона, будут отремонтированы залы ожидания в Сухумском и Гудаузском вокзалах. Амрамич Алексея Гухава, пресс-служба администрации города Сухум.